Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам сельского хозяйства, обсудил вопросы сотрудничества с заместителем генерального секретаря ООН, сменил замминистра охраны окружающей среды, хакима города Балкан-Абад и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с заместителем председателя Кабинета министров Атахалыевым и хакимами вилаятов, на котором обсуждались работы в сельскохозяйственном комплексе и регионах страны. Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя генерального секретаря ООН Рабаб Фатиму для обсуждения вопросов проведения третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, запланированной на август текущего года. Глава государства освободил Бегенча Миминова от должности заместителя министра охраны окружающей среды. На его место назначен Авезгельды Гошджанов, занимавший должность хакима города Балкан-Абад Балканского вилаята. В свою очередь, на должность хакима города Балкан-Абад президент Туркменистана назначил Мурата Назарова. Группа иностранных послов в Туркменистане совершила пешее восхождение по тропе здоровья. Дипломаты преодолели 28 километров. Трое из них – посол США Элизабет Рут, посол Японии Сасаки Хироси и посол Пакистана Ахсан Ваган – прошли весь путь длиной 36 километров. Международный форум ТАИФ 2025, который пройдет 23-24 апреля в столице Малайзии, станет ключевой площадкой для привлечения иностранных инвестиций в Туркменистан. Программа форума откроется пленарной сессией о роли Туркменистана в глобальной энергетике и устойчивом развитии. Особое внимание будет уделено проекту газопровода ТАПИ и стратегии развития энергетического сектора страны. В рамках мероприятия также состоится панельная дискуссия о развитии частного сектора в экономиках Туркменистана и Малайзии. Разработчики мессенджера Start объявили об обновлении платформы, в результате которого скорость обработки файлов увеличилась на 50%. Это стало возможным благодаря оптимизации серверов и совершенствованию технологий передачи данных. Теперь пользователи Start могут наслаждаться молниеносной загрузкой и скачиванием файлов. Благодаря усовершенствованной системе файлы объемом более 100 мегабайт загружаются без малейших сбоев. Мессенджер можно скачать с официального сайта tmstart.com или через Google Play и App Store. Новым пользователям предоставляется бесплатная премиум-подписка на 7 дней. На краю Амазонского бассейна в Северной Бразилии небольшой город Буритикупу с населением 55 тысяч человек столкнулся с серьезной угрозой. Он буквально уходит под землю. Процесс оседания почвы, наблюдавшийся здесь десятилетиями, резко ускорился в последние недели, вынудив местные власти объявить чрезвычайное положение. Проблема начала формироваться около 30 лет назад, когда проливные дожди стали постепенно размывать песчаную почву. Арбитр из Мексики Марко Ортис получил 6-месячное отстранение после того, как попросил автограф у звезды Интер Майами Лионеля Месси. Согласно решению Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, судье запрещено работать на международных матчах под эгидой организации. Однако он сможет продолжить судейство в чемпионате Мексики. Эпизод произошел после матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ между Интер Майами и Канзас-Сити, который завершился победой команды Месси со счетом 1-0. По окончании игры мексиканский арбитр обратился к Месси с просьбой об автографе, объяснив, что он предназначен для его родственника с ограниченными возможностями. Сам судья позже признал свою ошибку, принес извинения и согласился с примененными мерами. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.